Если вы заглянете в словарь или уголовный кодекс, что такое подрывная деятельность, то этим термином обычно обозначается такой вид деятельности, как уничтожение вещей типа религии, государственной системы, политической, экономической системы страны. И обычно это связывают со шпионажем и какими-то романтическими вещами типа взрывов мостов, пустить под откос поезд и шпионскими играми в голливудском стиле. Но то, о чем я намерен сегодня говорить, не имеет ничего общего вообще с стереотипами о шпионаже и деятельности КГБ в сфере сбора информации. Существует огромнейшее заблуждение. Заключается оно в том, что каждый раз, когда мы говорим о КГБ, то и продюсеры голливудских фильмов, и профессора политических наук, в кавычках, эксперты по советским вопросам, кремленологи, как они себя называют, все они по-прежнему думают, что и Андропов, и весь Комитет госбезопасности СССР хотят украсть чертежи какого-нибудь сверхзвукового боевого самолета, привезти их в Советский Союз, продать советскому военно-промышленному комплексу, но все это правда и только частично. Если проанализировать все то время, ресурсы, человеческие ресурсы, которые Советский Союз и, в частности, КГБ расходуют за пределами границ Советского Союза, то мы выясним, конечно, нет никакой официальной статистики, в отличие от ЦРУ или ФБР, но выясним, что шпионаж как таковой занимает всего лишь 10-15% этих денег, времени и человеческих затрат в работе КГБ. А остальные 85% это всегда подрывная деятельность. В отличие от Оксфордского словаря, подрывная деятельность в советской терминологии означает разрушительную, агрессивную, наступательную деятельность, всегда направленную на уничтожение страны, разрушение страны, нации или географической области вашего противника. Никакой романтики, никаких взрывов мостов, никакой микропленки в банках из-под Кока-Колы. Ничего подобного. Никакой чепухи, как в Джеймс Бондовских фильмах. И большая часть этой деятельности, этих мероприятий вполне законна и легко обнаруживаема, если вы найдете время, потрудитесь это пронаблюдать. Однако, согласно законодательству и правоохранительной системе Запада, эта деятельность не является преступлением именно из-за неправильного ее понимания, из-за манипуляций терминологии. Мы-то полагаем, что подрывник — это тот, кто собирается взорвать наш мост. Нет, подрывник — это студент по обмену, дипломат, актер, представитель искусства, журналист, каким я был 10 лет назад. Подрывная деятельность — это двусторонний процесс, двустороннее движение. Вы не сможете подорвать врага, который не желает, чтобы ему нанесли такой ущерб. Например, если вы знаете историю Японии, то до 20 века она была совершенно закрытым обществом. В момент, когда какое-нибудь иностранное судно причаливало к берегам Японии, имперская армия вежливо, но настойчиво просила их сматываться. Если американский камевояжер подходил к берегам Японии где-то 60-70 лет назад и предлагал: «У меня для вас есть очень красивый пылесос, хорошее финансирование», то ему японцы отвечали: «Пожалуйста, уходите, нам не нужен ваш пылесос». И если они не убирались, японцы в них стреляли, чтобы сохранить свою культуру, идеологию, традиции, ценности в сохранности. Вы не могли подорвать Японию. Вы не можете подорвать Советский Союз, потому что границы закрыты, медиа под цензурой правительства, население контролируется КГБ и внутренней безопасностью.
Со всеми вашими глянцевыми картинками в журнале Time или в журнале Америка, который издается американским посольством в Москве, вы не сможете подорвать советских граждан, потому что журналы никогда не попадают в руки советской аудитории. Журналы собираются в газетных киосках и потом выбрасываются в мусорные баки. Подрывная деятельность успешна лишь тогда, когда инициатор подрыва, агент, подрывник, имеет ответную реакцию объекта, у которого также есть цель. И это двустороннее движение. Соединенные Штаты являются очень чувствительной мишенью для подрывной деятельности. Нет симметричного ответа от Соединенных Штатов Советскому Союзу. Этот процесс вязнет, останавливается на полпути, никогда не достигает цели. Теории подрывной деятельности уже 2500 лет. И первым человеком, который смог сформулировать тактику подрывной деятельности, был китайский философ Сунь Цзы. 2500 лет до нашей эры. Он был советником нескольких императорских дворов в Древнем Китае. После долгой медитации он сказал, что для реализации государственной политики военным способом, самым тупым, непроизводительным, варварским и неэффективным способом будет сражение, открытое сражение на поле боя. Вы же знаете, что война является продолжением государственной политики, не так ли? Так вот, если вы хотите успешно реализовать свою госполитику и начинаете сражаться на поле боя, это самый идиотский путь. Высшим военным искусством является избежать открытых сражений вообще, и вместо этого сосредоточиться на свержении ценностей в стране врага до тех пор, пока сформированная вами параллельная реальность восприятия врага станет такой, когда он уже не будет вас воспринимать как врага. И ваша система, ваша цивилизация, ваши амбиции покажутся противнику альтернативой его собственным. Если не желанными, то хотя бы осуществимыми. Лучше красный, чем мертвый. Вот это и есть конечная цель и финальный этап подрывной деятельности, после которого вы можете брать своего врага без единого выстрела, если подрывная деятельность была успешной. Вот что такое истинная подрывная деятельность. Видите, ни одного упоминания о взрывах мостов. Может, Сунь Цзы не знал о взрывах мостов, а может быть, мостов не так много было в то время. Однако основы теории подрывной деятельности преподаются каждому курсанту школы КГБ в СССР и офицерам военных академий. Не уверен, что подобное же предложение включено в список для чтения у американских офицеров. Я уже не говорю о простых студентах политических наук. У меня были сложности с поиском перевода Сунь Цзы в библиотеке Торонтовского университета и также позже здесь, в Лос-Анджелесе. Но эта книга не только доступна, она просто обязательна к изучению каждому курсанту в СССР, каждому студенту, которого обучают в дальнейшем иметь дело в своей карьере с иностранцами. Итак, что такое подрывная деятельность? Фундаментально она включает в себя 4 этапа временных отрезка. Если вы начнем вот отсюда, пойдем сюда, вот это будет отправной точкой. Первый этап подрывной операции является процесс, называемый деморализация. Это занимает от 15 до 20 лет, чтобы сломить общество, деморализировать. Почему 15-20 лет? Это тот период времени, достаточный для того, чтобы воспитать одно поколение. Это ровно тот отрезок времени жизни человека, выделенный ему для образования, формирования его мировоззренческих позиций, идеологии, его личности. Ни больше, ни меньше. И обычно это занимает от 15 до 20 лет.
Итак, что это в себя включает? Это воздействие включает в себя различные способы: проникновение, пропаганда, прямые контакты. Неважно, я это позже опишу. На различные области, где формируется общественное мнение. Религия, система образования, общественная жизнь, администрация, правоохранительная система, вооруженные силы, конечно же, трудовые отношения и экономика. 5 сфер, областей. Я не буду их все записывать, потому что у нас недостаточно места. Иногда, когда я описываю все эти методы, слушатели задают мне вопрос: а вы уверены, что все это результат советского влияния? Не обязательно. Видите ли, тактика подрывной деятельности, о которой я рассказываю, очень схожа с боевым искусством, японским боевым искусством. Если кто-либо из вас знаком с этой тактикой, то, вероятно, наверное, вы помните, что если противник больше и тяжелее вас, было бы очень больно противостоять его прямому удару. Если более тяжелый человек хочет ударить меня в лицо, было бы очень наивно и непроизводительно пытаться остановить этот удар. Китайское боевое искусство и японское дзюдо говорят нам, что делать. Сначала нужно уклониться от удара, потом захватить кулак и продолжить движение врага в направлении, выбранном им же, пока он не врежется в стену. Видите? Итак, что здесь происходит? Целевая страна явно в чем-то ошибается. Если это свободное демократическое общество, то в нем существует множество различных движений. Следовательно, в любом обществе есть люди, которые против этого общества. Это могут быть обычные преступники, идеологически несогласные с политикой государства люди, сознательные враги, просто психопатические персонажи, которые против чего угодно. И, наконец, есть небольшие группы агентов иностранного государства, купленные и завербованные. Нужно поймать момент, когда все эти движения будут направлены в одном направлении, и продолжить его до тех пор, пока движение не приведет все общество к разрушению, к кризису. Это и есть тактика боевого искусства. Таким образом, мы не останавливаем противника, мы позволяем ему двигаться, мы помогаем ему двигаться в том направлении, в котором мы хотим, чтобы он двигался. На стадии деморализации очевидно, что в каждом обществе, в каждой стране существуют тенденции, идущие в противоположном направлении от основных нравственных ценностей и принципов. Получить выгоду от этих движений, воспользоваться ними для себя и есть главная цель инициатора подрывной деятельности. Итак, у нас есть религия, у нас есть образование, у нас есть общественная жизнь, у нас есть структура власти, у нас есть трудовые отношения, профсоюзы и, наконец-то, у нас есть закон и порядок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. Это области приложения подрывной деятельности. Что конкретно это означает? В случае религии — разрушить ее, высмеять, заменить на различные секты, культы, которые уведут внимание людей на веру, наивную, примитивную, неважно, пока основная фундаментальная религиозная догма медленно-медленно разрушается и уводится от высшей цели религии. Нужно поддерживать связь людей с высшим разумом, это служит цели. Подтасовать, заменить принятые, уважаемые религиозные структуры на поддельные фиктивные организации, отвлечь внимание людей от настоящей веры и переключить ее на что-нибудь другое. Образование. Отвлечь людей от изучения чего-то созидательного, прагматичного, рационального, действенного. Вместо математики, физики, иностранных языков, химии, учить их тактике городских боев, войн, природное добивание природной пищи,
домоводству, сексуальности, чему угодно, лишь бы это уводило в сторону. Общественная жизнь. Заменить традиционно сложившиеся учреждения и организации на фейковые организации. Перехватить инициативу у людей, забрать ответственность у натурально установленных связей между ними, между людьми и группами, обществом в целом, и заменить их на искусственно бюрократически контролируемые органы. И вместо общественной жизни, культивирования дружбы между соседями, создать учреждения социальных работников, людей, которым зарплату платит кто? Общество? Нет. Бюрократия. И главная цель социальных работников — не ваша семья, не вы, не общественные отношения между социальными группами людей. Основная цель — это получить заработную плату от правительства. И каким будет результат их социальной работы, это вообще не важно. Они могут развивать любые концепции, чтобы показать правительству и людям свою полезность, подальше от естественных связей. Теперь структура власти. Естественные органы управления, которые традиционно либо выбираются народом в целом, либо назначаются выбранными лидерами общества, интенсивно заменяются на искусственно созданные учреждения, никем не избранных групп людей. И на самом деле большинству людей они вообще не нравятся, и тем не менее они существуют. Одна из таких групп — это медиа. Кто их избрал? Откуда у них столько власти? Почти монопольная власть над вашим разумом. Они могут изнасиловать ваше сознание. Но кто их выбирал? Почему у них столько наглости решать, что хорошо, а что плохо для избранного вами президента и его администрации? Кто они, черт побери, такие? Спиро Агню, которого либеральные левые ненавидели, назвал их шайкой жалких снобов. И это именно то, что они есть. Они думают, что они знают. Ничего они не знают. Уровень посредственности в больших структурах, таких как Нью-Йорк Таймс, Лос-Анджелес Таймс, основные телевизионные сети. Вам не нужно быть отличным журналистом, вам всего лишь нужно быть посредственным журналистом. Так проще выжить, больше нет конкуренции. У вас прекрасный доход, $100 000 в год, и все. Лучше вы, хуже вы, уже не важно, пока вы улыбаетесь в камеру и делаете свою работу. И все, больше никакого соперничества. Конструкция власти медленно подтачивается структурами, группами людей, у которых для этого нет знаний, подготовки, народной воли, чтобы быть у власти. Но при этом власть у них есть. Вместе с этим идет еще один процесс – разложение правоохранительных органов, организаций и структур по обеспечению законности и порядка. Если вы посмотрите старые и новые фильмы, сравните за последние 20-25 лет, вы увидите, что в новых фильмах полицейский, офицер армии Соединенных Штатов выглядят глупыми, злыми, психопатами, параноиками. И вместе с этим преступник выглядит хорошим парнем. Он курит гаш или употребляет еще какой-то наркотик, но в целом он хороший человек, он творческий и непродуктивен лишь только потому, что общество его подавляет. И при этом генерал Пентагона всегда такой тупой военный маньяк-солдафон, полицейский грубая свинья, он злоупотребляет своей властью. Вот такого типа обобщения. Ненависть, недоверие к людям, которые должны защищать вас и обеспечивать законность и порядок, нравственная относительность, двусмысленность. Процесс Энджелы Уорнер в Лос-Анджелесе длился 2 года, и сейчас все равно находятся адвокаты, которые говорят, он неплохой человек на самом-то деле. Один свидетель, тоже, кстати, преступник, как-то сказал, о, он хороший парень, я как-то попросил его сжечь дом моего врага, и он согласился. Отличный чел.
происходит медленная замена ключевых фундаментальных нравственных принципов, когда преступник уже вроде бы и не преступник, а всего лишь обвиняемый, защищающийся, даже если его вина доказана. Все еще есть сомнения, убить или не убить, быть или не быть. И когда это обвинение не обязательно применяется к убийце безоружного человека, не убей безоружного, вот теперь что есть положение, а не в принципе не убий. Трудовые отношения. На этом этапе 15-20 лет мы занимаемся разрушением традиционно устоявшихся переговорных взаимоотношений между работодателями и работниками. Классическая теория марксизма-ленинизма натурального товарного обмена. Человек А имеет 5 мешков зерна, человек Б имеет 5 пар обуви. И натуральный обмен без денег — это когда они торгуют между собой, друг с другом. И появляется третья сторона, Си. Совершенно чужой, незнакомый человек, который говорит: нет, не давай ему 5 мешков зерна, дай их мне, а ты дай мне свои 5 пар обуви, а я уже как-то распределю их соответственно, чтобы экономика заработала. Это смерть натурального обмена, смерть натуральной торговли. Когда профсоюзы были созданы 100 лет назад, их цель состояла в том, чтобы усовершенствовать, улучшить условия труда и защитить права работников от тех работодателей, которые злоупотребляли правом, потому что у них было больше денег. Объективно, в то время профсоюзное движение действительно работало. А что же мы видим сейчас? Переговорный процесс больше не приводит к компромиссам, которые объективно ведут к улучшению условий труда и повышению заработной платы. А что же мы видим сейчас? После каждой продолжительной забастовки рабочие проигрывают. Даже если им увеличивают заработную плату на 10%, они все равно не могут наверстать упущенное из-за инфляции потерянного времени убытки. Более того, миллионы людей страдают от такой забастовки. Потому что сейчас экономика очень взаимосвязана, все переплетено между собой, как одно тело. Если, например, 100 лет назад сталевары могли бастовать, и никто бы не пострадал от этого. Но сегодня это невозможно. Если уборщик мусора сегодня бастует, то вся часть остального многомиллионного города просто воняет. Я имею в виду, что больше нет сервиса. У нас в Квебеке, например, электрики бастовали в середине зимы. Представляете, можно было себе отморозить задницу, но они все равно бастовали. И что, они выиграли в зарплате? Нет, они проиграли. Кому это было выгодно? Лидерам профсоюзов. Какова была мотивация для забастовки? Улучшение условий труда работников? Нет. Очевидно, что нет. И тогда что? Идеология. Докажем этим капиталистам. И послушная орда рабочих, как стадо овец, следует за этими людьми, и они не могут ослушаться. А почему? Да потому что если они ослушаются, они знают, что с ними произойдет. Пикеты, убийства, стрельба по трак-драйверам, по водителям грузовиков, этими пикетчиками. В Монреале, например, я видел собственными глазами, когда я был корреспондентом международной телерадиокомпании CBC. Когда рабочие авиационного завода уничтожили, поломали компьютеры и оборудование на заводе, администрация наняла наемников по прекращению забастовок. И рабочих машины были перевернуты вверх дном, они их подожгли их дома, они угрожали их детям. И без жертв не обошлось, знаете ли, в этом вы можете быть уверены. А зачем все это? Чтобы улучшить условия труда работников? Нет. Идеология. Вот что происходит. Такое может происходить как с помощью Советского Союза, так и без нее, но все эти естественные тенденции очень сильно выгодны советской системе пропаганды. Как? Каждый раз, когда идет забастовка профсоюзов, мы имеем всплеск пропаганды, активности СМИ, идеологической пропаганды. Все это как бы за права трудящихся. И мы как попугаи повторяем: да, права трудящихся. Чьи права? Трудящихся? Нет.
У рабочего есть только одно право – продать свой труд так, как ему хочется. Но это право отобрано у него. Кем? Главой профсоюза, у которого неограниченная власть. Я, может быть, хочу продать свой труд не за $2,5 в час, а всего лишь за 2. Но у меня нет такого права. Мне отказано в этой моей свободе. Я знаю, что если я продам свой труд за $2 в час, а не за 3, то я буду лучше конкурировать с тем парнем, кто более ленивый или более жадным. Мне не нужно $3 в час, мне нужно всего лишь 2. Но нет, медиа, бизнес, рекламные агентства, они заставляют меня поверить в то, что мне нужно все больше, больше и больше. Вот вы когда-нибудь слышали рекламу по телевизору с предложением «потреблять меньше»? Нет, никогда. Неважно, нужен вам 6-цилиндровый автомобиль или не нужен, вы должны его купить. И как можно быстрее. Когда я ехал сюда в автомобиле по местной радиостанции, возбужденный диктор кричал: «Поторопитесь, сэкономьте кучу денег, продается дом! Экономьте, купив больше!» Конечно, это было бы слишком наивно полагать, что якобы КГБ заставляет рекламное агентство делать такую сумасшедшую рекламу. Нет, конечно же. Но что мы, например, делали, когда я работал в агентстве печати новости? Мы наводняли редакции, организации студентов, религиозные группы, литературой о классовой борьбе. И если не с прямой пропагандой марксизма-ленинизма, то с пропагандой как бы законных устремлений рабочего класса, улучшения уровня жизни, равенства. Равенство, заметьте. Президент Кеннеди как-то сказал: «Мы заставим Америку верить в то, что люди рождаются равными». Но разве люди рождаются равными? Есть ли какое-либо упоминание в Библии или в любом другом священном тексте любой религии? Если вы не верите мне, сходите в библиотеку и проверьте. Там нет ни одного слова о равенстве. Но там есть прямо противоположное. «По делам вашим Бог судить будет вас». Важно то, что вы делаете. Ваши личные заслуги. Вы не можете просто узаконить равенство. Если хотите быть равными, вы должны быть равными. Вы должны заслужить это. Но мы все равно продолжаем строить наше общество на принципе равенства. Мы говорим, что люди равны. Нет, это неверно. Это ложь. Какие-то люди высокие и глупые, а какие-то невысокие, лысые и умные. Если мы их уравняем принудительно, если мы положим принцип равенства в основу общественного и политического устройства нашего общества, это будет то же самое, что строить дом на песке. Рано или поздно он рухнет. Именно это сейчас и происходит. И мы, советские пропагандисты, мы пытаемся подтолкнуть вас как раз в том направлении, в котором вы сами же и идете. Равенство. Да, равенство. Люди равны. Земля равных возможностей. Правда это или нет? Вот сами подумайте. Равные возможности. Вот должны ли быть равные возможности для меня и для того ленивого негодяя, который приезжает сюда из другой страны и сразу же встает как безработный на учет, получая пособие? Я никогда не получал. Хотя нет, простите, один раз получил. Но я никогда не подавал заявление на получение пособия по безработице. За эти 13 лет я соглашался на любую работу. Охранник, журналист, таксист, кто угодно. Суетился как мог, но не всем это нравится. Так почему у нас должны быть равные возможности? Почему? Голос из зала. Равные возможности, чтобы совершенствоваться. Равные возможности в равных обстоятельствах, да. Но мы знаем, что люди разные. Совершенствоваться, да, но при условии, что мы как-то достигнем одного уровня совершенства, который находится где-то там очень-очень далеко в будущем. Да, может быть. Но мы же знаем, что даже с самыми-самыми лучшими намерениями люди не могут быть равными. Почему у нас должно быть равенство, скажем, в правовой плоскости?
Вот у меня, себя я считаю законопослушным гражданином, и у того человека, который приезжает сюда, чтобы грабить и стрелять. Администрация США при Картере приняла тысячи преступников с Кубы. Ведь было же известно, что все они преступники, но их все равно приняли. Вы считаете это честно, если я и моя жена с Филиппин, которая работает, извините, как лошадь, лаборанткой в больнице, будем иметь такие же точно права, как преступник с Кубы? На каком основании? Но мы продолжаем повторять как попугаи. Равенство, равенство, равенство. И советская система пропаганды помогает нам уверовать, что равенство — это нечто желаемое. Демократия, созданная отцами-основателями этой страны в прошлом, не является равенством. Это система, в которой разные люди, неравные по природе своей, имеют возможность выжить и помогать друг другу в постоянном соперничестве, в постоянном усовершенствовании, а не в равенстве, спущенном сверху каким-то крестным отцом или просто хорошим человеком из Вашингтона, округ Колумбия. Равенство существует в Советском Союзе. Равенство в кавычках. Все одинаковы в грязи. Исключение составляют лишь те, кто в Политбюро, они чуть-чуть более равны. Таким образом, момент, когда вы доводите страну до полного духовного упадка, когда больше ничего не работает, когда вы не знаете, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, когда нет разделения между добром и злом. Даже когда иногда церковные лидеры говорят, насилие во имя справедливости, особенно социальной справедливости, оправдано в таких странах, как Никарагуа, Сальвадор, Родезия. И мы слушаем их и говорим, да, возможно, это правда. А это правда? Нет, это неправда. Насилие не оправдано, особенно во имя социальной справедливости, в кавычках, введенной марксистами-ленинистами, моими бывшими коллегами из агентства «Новости». Хорошо, мы достигли этой точки. Окей, наш следующий шаг – дестабилизация. И снова это слово говорит само за себя. Расшатать все взаимоотношения, все устоявшиеся учреждения и организации в стране нашего противника. Как это сделать? Вам нет необходимости посылать батальон диверсантов, агентов КГБ, чтобы взрывать мосты. Нет. Пусть они сами это делают. Область приложения усилий теперь более узкая, чем в предыдущем случае. На предыдущем этапе все подрывные действия КГБ выглядят очень законно, и их очень сложно определить, и они едва заметны. Ведь нет ничего криминального в том, что профессор, который недавно вернулся из СССР, начинает новый курс марксизма-ленинизма в Калифорнийском колледже, например. Никто не придет к нему домой, не заберет его, не скажет: «Да, мистер, вы арестованы, пойдемте». Это не преступление, это даже не считается моральным проступком против вашей страны. Таким образом, область приложения усилий здесь сужается до экономики, следовательно, трудовых отношений, законности и порядка, и плюс вооруженные силы. И опять же средства массовой информации, но здесь более шире, немного по-другому, я позже объясню. Итак, у нас три области. Экономика. Радикализация переговорного процесса. Если на этом этапе мы все еще могли теоретически как-то достичь какого-то положительного компромисса между сторонами переговоров, например, с помощью независимых судей третьих сторон, объективно оценивающие требования обеих сторон, то здесь у нас идет радикализация. На стадии дестабилизации мы не можем прийти к компромиссу даже на уровне семьи. Муж и жена не могут решить, что же лучше. Муж хочет, чтобы дети ели за столом, а жена хочет, чтобы дети бегали по комнате и разбрасывали еду по полу. Они не могут найти компромисс, если не начнут ругаться. Невозможно достичь конструктивного компромисса и между соседями,
Некоторые говорят, мне не нравится, как вы поливаете свой газон в то время, потому что именно в это время я выгуливаю свою собаку, она нервничает и не может нормально сходить под дерево. Они не могут договориться и идут в гражданский суд или куда-то вроде того. Радикализация человеческих отношений, больше никаких компромиссов. Бойни, разборки, сражения, драки, нормальные традиционно принятые отношения расшатываются. Отношения между преподавателями и учащимися в школах и колледжах, разборки. Отношения в экономической области между работниками и работодателями еще больше радикализируются. Законные требования трудящихся больше не принимаются во внимание. В отличие от японской теории Z, если вы когда слышали о ней, когда работники сами вовлечены в процесс принятия решений. В США же все выглядит наоборот. Чем тяжелее борьба, тем лучше, тем более героически выглядят эти борцы. Когда недавно бастовали работники сети Greyhound, местные телекомпании, корреспонденты, журналисты подходили к ним и спрашивали, почему. А те им отвечали, да, мы делаем что-то хорошее. Они выглядели как герои и были очень горды собой. И там была одна семья, где муж водитель автобуса. И они решили в знак протеста против своего начальства сделать лагерь где-нибудь в лесу. И их представили зрителям телеканалов как хороших людей-героев, понимаете? Жестокие насильственные столкновения между пассажирами, тетушками, забастовщиками подаются как нечто нормальное. 10, 15, 20 лет назад мы бы могли сказать, откуда, почему столько ненависти? Сегодня нет. Мы говорим, обычное дело, все нормально. Радикализация, а иногда милитаризация, то есть с участием военных, как я объяснил на прошлой стадии. Я немного забежал вперед. Стрельба по людям, правоохранительную систему, законность, порядок тоже подталкивают в ту область, где раньше люди улаживали свои разногласия между собой мирным путем в рамках законности. Сегодня же мы идем в суд даже по самым незначительным пустякам, по незначительным вопросам. Мы больше не умеем сами решать свои проблемы. Общество в целом становится все более и более враждебным. Люди и группы людей противопоставляют себя друг другу. Средства массовой информации также противопоставляют себя обществу в целом, отделяются, отчуждаются от него, отгораживаются. На этом этапе, помните, я говорил какое-то время назад о спящих. Это были студенты из США, которые проходили обучение в университете Лумумбы в Москве или развивающихся стран, учащиеся, с которыми я работал. Их отправляют обратно сюда, из Советского Союза. И если они уже были на территории США, то есть в стране, которая является объектом подрывной деятельности, они начинают работать, действовать. Спящие просыпаются. Они спали 15-20 лет, а теперь они становятся лидерами групп, проповедниками, я не знаю, общественными деятелями, заметными, лидерами общественного мнения. Они активно включаются в политический процесс. И вот внезапно мы видим гомосексуалиста. 15 лет назад он делал свои грязные делишки, и никому не было никакого до этого дела. А сегодня он делает из этого политический процесс. Он требует признания, уважения, прав человека. Он собирает вокруг себя большую группу таких же людей. Возникают жестокие столкновения между ними и полицией, его группой и обычными людьми, несмотря ни на что. Черные против белых, желтые против зеленых. Неважно, где проходит разделительная черта. Важно, что эти люди, группы, сталкиваются между собой, иногда очень жестоко, насильственно, иногда с применением огнестрельного оружия. Это и есть процесс дестабилизации. И спящие, многие из которых являются просто агентами КГБ, возглавляют этот процесс. Это не значит, что товарищ Андропов отправляет товарища Иванова в США. Ключевая фигура уже здесь.
Это уважаемый человек, гражданин США. Иногда он получает деньги из различных фондов для своей борьбы за права человека, права женщин, свободу детей, не знаю, свободу тюрем, неважно. И есть сердобольные американцы, которые жертвуют ему свои деньги. Обычно этот процесс дестабилизации приводит прямо к процессу кризиса. В случае развивающихся стран это сфера, где я был задействован. Процесс начинается, когда законные органы власти и общественная структура разрушаются, они больше не могут функционировать. И вместо них в общество интегрируются, внедряются искусственные органы, какие-то никем не избранные комитеты. Вы помните, я говорил про них здесь. Социальные работники, которые не избираются людьми. СМИ, которые являются самозванными властителями вашего мнения. Какие-то странные группы, утверждающие, что якобы они знают, как управлять обществом. Да ничего они не знают. Все, что они знают, это то, как собрать побольше людей и продать им свою состряпанную идеологию, смесь религии и идеологии. Мы видим, как все эти искусственные формирования требуют власти. Если им не дать власть, они возьмут ее силой. В случае Ирана, например, у нас внезапно появились революционные комитеты. Какая революция? Никакой революции еще не было, а комитеты уже были. Они захватывали судебную власть. У них была исполнительная власть. У них была законодательная власть. И все это в руках одного человека, полуиспеченного интеллектуала, иногда выпускника из Гарвардского университета или Беркли. Он возвращается в свою страну, думая, что знает ответы на все общественные и экономические проблемы и вопросы. Кризис — это когда общество больше не может функционировать производительно. Оно разрушается. Это и называется словом «кризис». Поэтому население начинает искать Спасителя. Группы верующих ожидают прихода своего Мессии. Трудящиеся говорят: нам надо кормить свои семьи, давайте создадим сильное правительство, возможно, социалистическое, централизованное, когда кто-нибудь сможет поставить работодателей на их место и позволит нам работать. Мы устали ходить на забастовки, пропускать сверхурочные и все тому подобное. Нам нужен сильный человек, сильное правительство. Необходим лидер, Спаситель. Население уже устало. И вот Спаситель появляется, Он есть. Либо приходит иностранная нация, либо местная группа левых, марксистов, неважно, как они себя называют, сандинисты, или какой-нибудь проповедник, епископ Музарева, как в Зимбабве, например. Неважно. Приходит Спаситель и говорит: «Я поведу вас». Таким образом, вот на этом этапе у нас есть два выбора, два варианта. Гражданская война или внешняя интервенция, вторжение. Видите, как все идет? Что такое гражданская война, мы знаем. Ливан — наилучший пример. Гражданская война в Ливане была искусственно насаждена путем внедрения ООП, Организация освобождения Палестины. Вторжение же мы имеем в ряде других стран, например, Афганистан. Или назовите любую восточноевропейскую страну, куда вторгалась советская армия. Но итог всегда одинаковый. Следующий этап — нормализация. Нормализация — это очень ироничное слово, конечно. Этим словом хорошо характеризовалась ситуация 1968 года в Чехословакии, когда советская пропаганда, а уже за ними Нью-Йорк Таймс, объявляли: «Страна нормализована, танки двинулись в Прагу, так что Пражской весны больше не будет никакого насилия, все нормально, нормализация». На этом этапе самопровозглашенным правителям общества больше не нужна никакая революция. Им больше не нужен радикализм. Все.
Это противоположность дестабилизации. В сущности, это стабилизация страны силой. Таким образом, все эти спящие, активисты, волонтеры, общественные работники, либералы, гомосексуалисты, профессоры, марксисты, ленинисты уничтожаются, а иногда физически. Они выполнили свою работу. Они больше не нужны. Новые правители нуждаются в стабильности, чтобы эксплуатировать народ, страну, чтобы воспользоваться плодами победы, преимуществами победы. Хорошо? Больше никаких революций, пожалуйста. И это именно то, что происходит в целом ряде стран. Бангладеш, помните? Это кризис, где я тоже сыграл роль. Вначале у них был Муджибур Рахман. В 1971 он был лидером народной партии Авами Лиг. У него были усы, как у Сталина. Он бывал в России много-много раз. И через 5 лет он был застрелен его же собственными коллегами, марксистами. Просто он выполнил свое предназначение. А в Афганистане это случалось 3 раза. Сначала был Тараки, потом был Амин, а сейчас Бабрак Кармаль. Каждый убил своего предшественника, когда тот исполнил свою миссию, роль. Первый сломил дух в стране, второй ее расшатал, дестабилизировал, а третий привел к кризису. Прощай, товарищ. Бабрак Кармаль приезжает из Москвы и получает кресло власти. Все то же самое произошло внезапно и в Гренаде недавно. Морис Бишоп, марксист. Его убил Остин. Как его там, генерал какой-то, тоже марксист. Правда? Все, больше никаких революций, пожалуйста. Нормализация. С этого момента больше никаких забастовок, никаких гомосексуалистов, никакой свободы для женщин, никакой свободы для детей, никакой свободы вообще. Надежная, крепкая, демократическая, пролетарская свобода. И чтобы повернуть этот процесс вспять, потребуются огромные усилия. Когда сегодня Соединенные Штаты были вынуждены вторгнуться в Гренаду, чтобы развернуть в обратном направлении процесс подрывной деятельности. И некоторые говорят: ой, как нехорошо, как некошерно вторгаться в такую красивую страну, остров Гренада. А почему вы не остановили процесс вот здесь, когда левые только положили глаз на Гренаду? А почему вы вообще позволили Морису Бишопу прийти к власти? Разве гренадцы хотели его? Нет, весьма сомнительно. Они даже не знали, кто такой Морис Бишоп. Он сам пришел к власти через государственный переворот, окей? Но нет, мы позволяем ситуации развиваться дальше и дальше, пока не наступит кризис, а за ним так называемая нормализация. И тогда США решили вторгнуться в страну и обнаружили, что вся страна — это одна сплошная военная база Советского Союза. Конечно же, это была вынужденная мера. И, конечно, жаль, что морской пехоте пришлось потерять 17 человек. Очень плохо. Почему было не остановить процесс до того, как он дойдет до кризиса? О нет, интеллектуалы вам этого не позволят. Это вмешательство во внутренние дела. Они очень насторожены, чтобы не позволить американской администрации вмешиваться во внутренние дела латиноамериканских стран. Но они не возражают, чтобы Советский Союз вмешивался в эти дела. И на этом этапе развернуть процесс в обратном направлении можно только военной силой. Никакая другая сила на Земле не сможет развернуть процесс вспять на этом этапе. На этом этапе не требуется военное вторжение армии Соединенных Штатов. Требуются решительные действия, как в Чили. Тайные действия секретной операции ЦРУ, чтобы предотвратить приход к власти Спасителя извне, стабилизировать страну, прежде чем в ней вспыхнет гражданская война. Поддерживать правые консервативные силы деньгами, жуликами, неважно, стабилизировать страну. Не позволить кризису перейти в стадию гражданской войны или вторжения. Но нет, ваши либералы скажут, что это противозаконно. Конгресс не одобрит выделение денег на тайные операции ЦРУ. Но почему нет? Или нам нужно еще подождать, когда придет нормализация и советские танки десантируются в аэропорту Лос-Анджелеса? На стадии дестабилизации процесс также можно было развернуть вспять в обратном направлении, даже проще, чем здесь, без участия ЦРУ. И знаете, что для этого нужно?
ограничение некоторых свобод небольших групп, которые являются самопровозглашенными противниками общества. Вот так вот просто. О нет, ваши либеральные СМИ скажут вам, это противоречит американской конституции. Как можно, например, силой лишить преступников гражданских прав? Это нехорошо. Поэтому мы им позволяем. Окей, если вы позволяете преступникам иметь гражданские права, то вы приведете страну к кризису. Это бескровный способ. Просто ограничьте их права. Я не предлагаю сажать их в тюрьму. Нет, нет, я не предлагаю отправить всех геев из Сан-Франциско в концентрационный лагерь. Просто не давайте им политической силы. Не избирайте их во власть. Будь то муниципальный уровень, уровень штата или федеральный уровень. Нужно вбить в головы американских избирателей, что такой человек во власти – это враг. Не бойтесь этого слова, он действительно враг. Если он не враг здесь, то он будет врагом здесь. Позже его застрелят, конечно же. Но на этом этапе он враг. И вы делаете хорошее дело, отказывая ему в праве извлекать пряники из его собственных безумных идей и стать человеком во власти. Ограничение некоторых свобод на этом этапе предотвратило бы переход в кризис и, возможно, повернуло бы процесс дестабилизации вспять. Сдерживание неограниченной власти, монопольной власти профсоюзов на этом этапе спасло бы экономику от краха. Нужно внести закон, чтобы частные компании перестали насиловать общественное сознание в области потребительства. Ни одна компания не должна иметь права заставлять вас покупать больше, чем вы сами этого хотите. Это должен быть закон. Вы хотите рекламировать ваш автомобиль? Пожалуйста. Но ни одного упоминания о том, чтобы купить сейчас и сэкономить деньги. Это должно быть противозаконно, принуждать людей потреблять больше. Самоограничение. Раньше, до того, как этот процесс начался, самоограничение было делом церкви и религии. Потому что наши пророки, проповедники, отцы церкви говорили нам, материальные ценности, благо – это хорошо, но это не основное предназначение человека, потому что есть еще что-то, ради чего вы должны жить. Ведь очевидно же, что смысл нашей жизни не в том, чтобы потреблять больше освежителей воздуха. Должно быть что-то большее этого. Если был создан настолько сложный механизм, инструмент, как человеческое тело, то очевидно же, что для него должна быть какая-то более высокая цель. И это очень просто избежать дестабилизации. Нужно всего лишь отказать жадным компаниям в одной маленькой свободе, заставлять вас превращать себя в потребителей ненужных товаров. Они превращают вас в машины, в роботов, как червяк. Вход и выход. Сколько в среднем сегодня живет обычный бытовой прибор? Меньше года. А почему? Где качество? А мы хотим, чтобы вы покупали больше. Итак, процесс дестабилизации можно очень легко победить, если, как я уже говорил, общество по своей воле или после убеждения лидеров сознательно придет к идее самоограничения. Как же? Как же мы хотим потреблять больше? Но вы должны. А иначе вы можете дойти до стадии, когда, как говорят у нас в России, если в пустыне Сахара настанет коммунизм, там будет дефицит песка. Итак, вы обязаны ограничить свои притязания на этом этапе, прежде чем станет слишком поздно. Но мы не хотим этого делать. Теперь процесс деморализации. Опять же, противодействовать ему очень просто. Прежде всего, необходимо ограничить влияние пропаганды, импорт пропаганды. Простейшее решение.
Неограниченный, неконтролируемый ввоз советской литературы, советских журналистов, предоставление советской пропаганде и идеологическим агитаторам равного объема времени на американском телевидении. Это нужно прекращать. И это очень просто. Они не обидятся, уверяю вас. На самом деле, они еще больше будут уважать Америку. Когда мой бывший коллега Владимир Познер появляется на ночной линии, и Тед Коппер спрашивает его: «Владимир, что вы думаете об этом?» Да что он может думать? Он инструмент пропаганды. Он думает то, что товарищ Андропов говорит ему думать. Он просто очень хороший, красноречивый рупор советской системы подрывной деятельности. И Тед Коппер убеждает вас верить, что якобы мой друг Владимир Познер думает. Процесс деморализации вообще мог бы не начаться, если бы на этой стадии страна, цель подрывной деятельности, активно, не насильственно, но активно предотвратила бы ввоз иностранной идеологии. Я не хочу, чтобы Америка следовала примеру древней Японии. Вам нет необходимости стрелять в каждого иностранца, когда он приближается к священным границам США. Но когда он предлагает вам хлам в блестящей обертке, вы должны сказать: «Нет, у нас есть свой хлам». И если на этом этапе общество оказалось достаточно сильным, смелым, сознательным, чтобы остановить ввоз иностранных идей, то всю эту цепь событий, алгоритм можно было бы предотвратить. Недавно я был на Филиппинах, и я был потрясен тем, как в больших городах, таких как Манила, дети слушают оглушающую, дикую музыку. Мелодичная нация с древними традициями качественной этнической музыки, которую испанцы привезли давно, может быть, 2-3 века назад. Я не помню. Вдруг слушает музыкальный мусор, включая громкость на максимум. Почему? В Индии я потратил много лет, изучая реакцию индийцев, выходивших из кинотеатров после просмотра голливудской продукции. И они не могли понять, почему американцы так расточительны. Они разбивают свои машины, свои блестящие машины, каждые 5 минут. Почему они стреляют друг в друга ради $500 000? И неужели это правда, что они так помешаны на сексе? Вы можете себе представить, чтобы фильм, где каждые 5 минут совокупляются, показали в Индии, в стране с долгими традициями уважения к таким личным вопросам, или в Пакистане? И Штаты ожидают, что эти люди будут уважать вас? Да никогда в жизни. Да, они посмотрят этот фильм. Они заплатят 5 рупий, чтобы посмотреть этот мусор. Но они выйдут и скажут своим детям: не уважайте американцев, не будьте как американцы. Понимаете? Таким образом, процесс деморализации может быть остановлен прямо здесь. Как экспорт, так и импорт. И для этого нужно сделать один шаг. Нужно сделать одну очень важную вещь. Вам не нужно высылать всех агентов КГБ из Вашингтона, округ Колумбия. Самый сложный и одновременно с этим самый простой ответ противодействия подрывной деятельности заключается в том, чтобы вернуть общество к вере, религии, к чему-то неосязаемому, к чему-то, что вы не можете прикоснуться, съесть или надеть на себя, но к чему-то, что управляет обществом и заставляет его двигаться и хранит его. Советский ученый Шафаревич, который не имеет никакого отношения к религии, он компьютерщик, сделал одно очень интенсивное исследование по истории социалистических стран. Социалистической или коммунистической он называет любую страну с централизованной экономикой и пирамидальной структурой власти. И он открыл,
Вернее, не открыл, а просто обратил внимание своих читателей на то, что такие цивилизации, как Мохенджо-Даро в районе реки Инд, или Египет, майя, инки, как вавилонская культура, рухнули и исчезли с лица земли в тот самый момент, когда они утратили религию. Вот так вот просто. Они развалились, и никто о них больше не помнит. Итак, идеи двигают общество и хранят человечество как общество человеческих существ, разумных, морально-нравственных представителей Бога. Истина в том, что все эти сложные технологии, компьютеры не спасут общество от распада и в конечном итоге от вымирания. Вы когда-нибудь встречали человека, который пожертвовал бы своей жизнью, свободой ради такой истины, как 2 умножить на 2 равно 4? Ведь это правда. Но я никогда не встречал человека, который сказал бы: «Это истина, и я готов умереть, застрелите меня», ради того, чтобы защитить истину. Правда? Но миллионы людей приносят в жертву свои жизни, свободу, комфорт, все ради таких вещей, как Бог, как Иисус Христос. Это большая честь. Некоторые мученики умерли в советских концлагерях, и они ушли с миром. В отличие от тех, кто орал «Да здравствует Сталин», прекрасно понимая, что здравствовать он, возможно, будет недолго. Нечто, что не является материальным, движет обществом и помогает ему выживать. И наоборот, в обратном направлении. В тот момент, когда мы превращаемся в 2 на 2 4 и делаем это основополагающим принципом нашей жизни, нашего существования, мы погибаем. Даже несмотря на то, что вот это правда, а вот это мы не можем доказать. Мы можем только чувствовать и верить в это. Итак, противодействие, ответ на идеологическую подрывную деятельность, как ни странно, очень прост. Вам не нужно стрелять в людей, не нужно целиться ракетами, першингами, крылатыми ракетами в головной офис Андропова. Вам просто нужно иметь веру и этим предотвратить подрывную деятельность. Другими словами, не быть жертвой подрывной деятельности. Не пытайтесь быть тем человеком, которого в дзюдо хватают за руку, когда он пытается ударить своего противника. Не бейте таким способом. Бейте силой своего духа и нравственного превосходства. И если вы не обладаете такой силой, самое время ее развить. И это единственный ответ. Вот и все.